Программа ДВН продолжает свою работу. В наше время, когда так много говорят о рынках, сам Бог велел создавать рынки. С недавних пор появился в нашем городе вещевой рынок, автовещевой рынок. И вот сейчас мы беседуем с директором этого рынка, частного предприятия. Как называется? «Фортуна». Как вас зовут, представьтесь? Яремчук Павел Васильевич. Павел Васильевич, как давно вы открыли вот этот рынок? Значит, история этого рынка началась еще с 89 года, когда, в общем, еще не было в планах делать у нас что-то платы и тому подобное. Просто сама жизнь заставила горожан, в общем, где-то сосредоточить вот данное то, что мы сейчас видим, так сказать, с вашей помощью. Но когда, значит, со временем у нас появились деньги, скажем, от других видов деятельности, значит, и мы решили сделать вот этот рынок для нашего населения, именно нашего населения, нашего города. Значит, начали мы платный вход и вообще платные услуги брать с 18.05.91 года, когда, в общем, было официально зарегистрировано это все в городском совете и со всеми службами городского совета. Ну, как вы видите, значит, сегодня не совсем даже хорошая погода, дождливая погода, но людей есть, покупатели есть, значит, продавцы, что продают. То есть это сам факт говорит и сегодняшний день о том, что наш рынок, значит, крайне необходим нашему городу. Сегодня, в частности, есть люди у нас из Якутска, из Тынды, из Алданского района, и Алекнинского района, который, в общем... Из Прибалтики, из Новосибирска. Из Новосибирска, совершенно верно. Это говорит о том, что, безусловно, видимо, нужен такой рынок. И мне душа сегодня радуется о том, что действительно мы смогли сосредоточить людей, что их интересует здесь. Вот. Поэтому... Я смотрю, вот у вас уже появился заборчик капитальный, вот там асфальт уже половина рынка. Это, наверное, все стоит какую-то определенную сумму? Безусловно. Значит, с 18.05 мы начали брать платный вход. Вы читали, наверное, заметку в газете. Вот. Есть, конечно, амбиции разные, есть возмущения. Я понимаю, что, безусловно, чтобы брать плату, нужно какие-то услуги. Но то, что есть в нашей возможности сейчас, скажем, мы собрали, я по газете давал ответ, разъяснение, мы, значит, собрали денег, что касается рынка, 3220 рублей. Буквально все эти деньги, за исключением налогообложения... Сейчас, одну секундочку. Значит, вот мы сразу же положили асфальт. В перспективе, в планах, может быть, думаю, успеем, если все у нас будет нормально, на зиму здесь сделать крытый рынок. То есть уже будет теплый рынок, потому что у нас больше половины зима стоит. По теплому рынку я боюсь, что в этом году мы не успеем. Но, в перспективе? Да, безусловно. Но крытый рынок от дождя, от ветра, от снега, я думаю, что мы, в общем, до октября месяца мы это дело организуем. А вот, допустим, привезли люди вам машину, стоят, продают, и хочется человеку, ну, получше ее рассмотреть. Вот что вот вы можете предложить в этом плане? Да, значит, у нас имеется автоподъемник, автоматический подъемник электрический, значит, определенное место, значит, где он будет стоять. Я думаю, что до конца месяца мы его установим. Для чего это сделано? Ну, человек приехал, сейчас вот продает это автомобиль. Мы его посмотрели сверху, в общем, нормально. А снизу что? В общем, конечно, нужно посмотреть. Поэтому человек заезжает, безусловно, за какую-то плату. Может быть, 5 копеек, может быть, 10 копеек это будет стоить. Значит, он может подъехать сам, значит, остановить свою машину, приподнять и рассмотреть, как нужно, скажем, клиенту. Ну что ж, практика показала, что во многих городах рынки то открывали, то закрывали, то увозили их за территорию городов, но все равно они появлялись. Я думаю, все-таки это есть жизнь, она заставит создавать рынки. И, наверное, очень хорошо, что в нашем городе все-таки появился вот это упорядоченное движение, этот рынок, который нужен, безусловно, городу. В городе есть несколько стихийных точек, где люди продают. Возле вот детского мира стихийный рынок, где продаются детские товары. На городском рынке, да, продают люди, но вот... А вообще, когда у нас открывался именно автовещевой комплекс, он правильно называется, автовещевой комплекс, мы хотели сделать принципиальное разграничение, чтобы на нашем городском рынке, центральном, значит, только были овощи, фрукты и тому подобное. А там же, получается, сейчас целая каша, в общем, и тут же продают косметику, тут же продают, скажем, какие-то вещи, обувь, тут же продают помидоры, мясо и тому подобное. Итак, вы покупаете или продаете? Я и продаю, и покупаю. Вот знаете, в городе сложилось два мнения. Нужен рынок, не нужен рынок. Как вы считаете? Я считаю, что рынок обязательно нужен.
Потому что, поскольку люди пользуются, покупают и продают излишние вещи. У меня машина уже 2 года, и я уже ищу на свою машину запчасти. Потому что здесь и в сервисе нигде не возьмешь, ни за какие деньги, только на рынке. А цены на нашем рынке нерюнгринском выше или ниже, чем в среднем, допустим, по Союзу? Вы где-то бывали же, смотрели, наверное, цены? Судя по журналу «За рулем», цены у нас нормальные. Даже ниже, чем в Москве и в том регионе. То есть, ваше мнение покупателя и продавца, рынок, безусловно, нужен? Обязательно. Кинотеатр, что ли, прошел. Ну а вы что, пришли сюда травку пощипать? Нет. А что трап? Ну вы пришли, наверное, что-то приобрести или продать, так ведь? Ну и что? Не, ну вы пришли, Пришел. ну не в подвал или не в тын, а пришли к нам для того, чтобы мы здесь организовали это что дело. вы здесь сделали в Путне, чтобы нормально было, человек Ну, вы отдыхал? А зачем отдыхать? А, Рынок не для ну отдыха. вот. Для того, чтобы что-то купить, что-то приобрести, что-то Да, продать. Так ведь? что-то наживиться, да? Совершенно за верно. счет чего-то, Не да? наживиться? Зачем-то? Да, вот этими вот рублями и наживаетесь. Ну хорошо, вы ходите по асфальту сейчас? А что асфальт? Не, ну вы ходите по асфальту? или ну нет? и что? Сколько вы лет в городе? Столько, сколько надо. Сколько надо? Нет, согласитесь. Да. Городу 15 лет. Да. Ну и Ведь что? подобного у нас рынка не было, так ведь или нет? Ну и что? Не было подобного рынка. Ну и что? Мы сделали. Так что, Ночью работали, так что, старались. с каждого собирать. Ночью видно, как было работали. Но. Взяли площадь, огородили и по рублю собираете. Ну не только это, мы хотим еще Ну, сделать, что? заасфальтировать, поставить Что хотите? туалеты, поставим. Зачем-то? Но у вас Ведь надо туалета давать нет, оценку. людям приспичат и негде Нет, у бегать. нас есть туалет, вот он, Ну. мы можем показать, где он.